Японии ждет председатель КНР, и опять же весь мир следил за тем, как они пожали руки. Японец явно нервничал, а китайский лидер всем своим видом демонстрировал, что ему все это, в общем, не очень-то интересно. Интересно нам, ведь это первая такая встреча после многомесячной саги вокруг спорных островов. Впрочем, длилась встреча всего полчаса, а право последнего слова теперь у китайцев. Почему это важно для России? Ну, во-первых, не будем забывать, что и к нам у Японии территориальные претензии тоже. То есть русским и китайцам в отношении японцев лучше иметь одну линию. А во-вторых, ведь еще недавно именно японцы, а не китайцы, были самой крупной экономикой Азии. А теперь китайцы, а не японцы, делают как хотят. И вот в этой связи очень интересно, как китайцы отреагировали на представленный на саммите АТЭС в Пекине проект Обамы о транстихоокеанском партнерстве. Китайцы в ответ выдвинули свой план. И в этом плане американцев нет. Больше того, такой давний союзник США в Азии, как Южная Корея, в эти дни дала понять, что и она из двух проектов выбирает теперь не американский, а китайский. Ну, а значит, когда-то все сильные в Азии японцы обязаны держаться Америки, но у себя в Азии оказываются теперь на периферии, то есть рулит-то Китай. И вот по этой причине обратимся к совершенно поразительной статье, опубликованной на этой неделе в американской столичной газете Washington Post. Как теперь становится ясно, это была своего рода разминка перед сегодняшней речью Обамы. Обо всем по порядку. В материале нашего спецкора в Австралии Александра Христенко уже было упомянуто, что Россию в этой своей сегодняшней речи Обама вновь назвал угрозой. Но был там еще один системный пассаж о том, что и Китаю надо поиграть по принятым правилам. И ведь, по сути, такой же пассаж до этого опубликовал хорошо знакомый зрителям нашей программы Фарид Закари, обозреватель, в частности, Washington Post. Обычно его ассоциируют с либералами или центристами, но вот что он пишет теперь, цитата. «Путинская Россия представляет собой фронтальный вызов Соединенным Штатам и Западу. Но и представитель КНР Си ищет способ заменить на свою международную систему, построенную после 1945 года, Америкой. Это опасные сигналы. Это может создать условия для новой версии холодной войны в Азии. Это точно может способствовать ослаблению и разрушению существующего мирового порядка, который был основой для мира и процветания в Азии в течение 7 десятилетий». Ну, стоит заметить, что Фарид Закари и сам из Азии, но он уроженец Индии. Наверное, поэтому он не вспомнил, что мир и процветание в Азии, основанные на американском порядке, это до Ирака, еще и Вьетнам. О да, там были под напалмом очень такие мир и процветание. Судите хоть по карикатурному Рэмбо, хоть по таким фильмам, как «Взвод» или «Апокалипсис», снятым, кстати, в самих США. Напомню, что Закарию никто никогда не называл ястребом. Обычно его называют кто либералом, кто центристом. Но вот теперь и он грозит Китаю, пусть и холодной войной. Значит, дело все-таки, наверное, не в идеологии, а в геополитике. А еще, значит, Путин не один такой, у кого есть вопросы к американскому миропорядку. И все-таки, возможно ли и с Америкой общаться по-человечески?